Уважаемые участники, коллеги, разрешите поздравить вас с очередным проведением сафроновских чтений, призванных к развитию творческой активности молодежи, к дальнейшему увеличению научного потенциала сельскохозяйственной науки в республике. Мой отец Михаил Григорьевич Сафронов всегда уделял большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров. Сам лично участвовал в этом процессе, вырастил целую плеяду ныне широко известных ученых, создал школу аграрной науки в республике. Со всей искренностью я желаю и вам больших творческих успехов в избранной вами научно-производственной деятельности и, конечно же, в личной жизни. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, уважаемые участники научно-практической конференции «Сафроновские чтения». Это очень большая честь участвовать в сафроновских чтениях. Очень мало ученых, которые достигают такой чести, что потом после их, когда их уже нет, делают специально в их память сафроновские чтения. И другие, лаврентьевские чтения, вот вы знаете, наверное, и так далее, и так далее. Здесь сейчас присутствуют в основном работники сельхозпредприятий или те, кто собирается связать свою жизнь с сельским хозяйством. Запомните раз и навсегда, сельское хозяйство – это основа основ. Это основа всей жизни человека. Без нее, без питания мы никак, ни один человек не может прожить. И никакие алмазы, и нефть, и все такое прочее не спасет. Никто же не будет алмазы есть в здравом уме. Поэтому я считаю, что сельское хозяйство – это очень важное. И не только я. Вот уже еще в XVIII веке Жан-Жак Руссо сказал о том, что если государство не имеет своего продовольствия, то это не государство. Поэтому самая главная наша задача – создать продовольственную базу нашей страны. И это все зависит от вас, от молодых. Желаю вам успехов на этом поприще. Желаю достичь высоких показателей, высоких знаний, высоких званий, докторами стать, академиками, и потом, может быть, чьи-то будут тоже чтения. Удачи вам, ребята. Всего доброго. Добрый день, участники научно-практической конференции «Сафроновские чтения», посвященной 105-летию со дня рождения нашего уважаемого Михаила Григорьевича Сафронова, доктора ветеринарных наук, профессора. Михаил Григорьевич Сафронов вот долгие годы, 27 лет, руководил нашим институтом сельского хозяйства. При этом наш институт многоотраслевой, и он руководил всеми отделами нашего института. И все почти ученые, которые работали здесь, считают его своим учителем. Хотя он был по профессии ветеринарный врач и зоотехник. Он доктор ветеринарных наук. Но вот он ко всем относился как бы наставнически. Ну, поощрял вот всякие исследования, работы. Во всем он разбирался, во всех этих вопросах. И поэтому ему удалось организовать такой большой многоотраслевой институт. Михаил Григорьевич Сафронов, он в самом деле был гельминтологом научным по науке. И я работала в лаборатории гельминтологии, когда поступила в этот институт. И при этом заметила, что Михаил Григорьевич был не только организатором, был директором нашего института, да, он был настоящий ученый, как говорится, играющий тренер. Его все интересовало, что мы исследуем, что мы выделяем, что интересно. И поэтому мы работали тогда на первом этаже, и был у нас первый кабинет, это была лаборатория паразитологии. И мы всегда, когда находили интересные объекты, мы сразу же шли наверх, на второй этаж, где была приемная директор, и оставляли записку. Михаил Григорьевич, просим зайти к нам. Мы нашли то-то. Ну и всегда он без приглашения заходил к нам и говорил, ну что интересного, что вы нашли.
И еще часто, наоборот, Михаил Григорьевич нас больше не хвалил, а больше, как говорится, критиковал. Вот мы найдем что-нибудь интересное, им говорим ему, вот нашли, вот, например, хинококи. И он, или говорим, это левиококи. Ну, сомневались, молодые были, конечно, не хватало, наверное, знаний. И Михаил Григорьевич говорил, а вы что, еще не разбираетесь, оказывается, в чем-то? И мы говорили, да, он, может быть, мы зря сказали ему, вот, позвали его. Но мы всегда его приглашали, всегда консультировались, и очень нам было ценно его мнение. Вот при работе лаборатории паразитологии тогда называлась, а не гельминтологии, мы как раз работали по эхинококозу и альвеококозу. Вот, собирали очень большой материал от диких животных, от оленей, собирали от бесов, от леммингов. И все вот эти очень интересные материалы привозили из командировок. Дорогие юные исследователи, будьте наблюдательны, будьте любознательны и добивайтесь успехов. Желаю вам удачи. Разрешите приветствовать участников научно-практической конференции «Сафроновское чтение», посвященную 105-летию профессора Михаила Григорьевича Сафронова. Наш институт носит имя Михаила Григорьевича Сафронова, который 28 лет работал директором нашего института. Он внес огромный вклад в развитие науки, сельскохозяйственной науки Якутии и в том числе Российской Федерации. Михаил Григорьевич воспитал около 80 кандидатов наук, 5 докторов наук. В то время, когда он был директором, наш институт объединял и опытные хозяйства, 3 опытных хозяйства, которые достигли в свое время очень хороших успехов в производстве. А в научном плане наш институт в настоящее время является одним из ведущих научных учреждений Российской Федерации. И мы находимся в 1/5 части Российской Федерации. Это само говорит, что значимость нашего института в развитии сельскохозяйственного производства на основе достижений науки. Хочу поприветствовать участников конференции молодых ученых, студентов, учащихся, посвященной 105-летию выдающегося ученого Михаила Григорьевича Сафронова, директора научно-исследовательского института сельского хозяйства Якутии, который проработал директором института целых 28 лет. Приветствуя, хотелось бы немножко сказать о Михаиле Григорьевиче. Михаил Григорьевич был доктором ветеринарных наук и одним из зачинателей большой ветеринарной науки, гельминтологии, которая в нашей республике получила развитие и обоснование для изучения классификации гельминтов различных животных. Тут надо отметить также его подход подготовки молодых ученых, молодых исследователей, его руководство над наукой, которой наш институт занимался в области растениеводства, в области картофелеводства, в области, скажем, и других направлений, таких как кормопроизводство, экономики сельского хозяйства, также это, мы уже сказали, ветеринарии, зоотехнии, ну и в целом, конечно, организации сельскохозяйственного производства. И в период его работы наш институт именно расцвет научных исследований, внедрений и получение высокоурожайных сортов, пород. Все это результаты получались и закладывались те результаты, которые сегодня мы получаем. Михаил Григорьевич был человеком очень спокойным и целенаправленным. И я, будучи аспирантом тоже
от него в Московской ветеринарной академии получал советы, и по приезду уже здесь, в Якутии, тоже с ним общался. Даже он, если в случае того, что меня бы не приняли после окончания аспирантуры на работу в сельхозинститут ЕСХИ, он мог предложить мне, уже предлагал даже, что на работу устроиться в научно-исследовательский институт. Таким образом, он молодым кадрам, если есть у человека, молодых кадров, какая-то вот точка такая, которая стремится к точке кипения, он таких сразу находил, определял и умел приглашать, умел направить, умел, надо сказать, даже успокоить, чтобы он не многими очень не распыляясь в научные исследования, а целеустремленно вел одну тему и его завершал кандидатской диссертацией защиты. Поэтому в период его работы было много защит среди коллег, среди исследователей научно-исследовательского института. Институт был огромным, даже по величинам, по меркам северо-востока России и вообще Сибири. Более 1000 сотрудников работало. Это ОПХ Покровская, ОПХ Мендигинская, ОПХ Красная Звезда, это ОПХ Чугейская. Вот таким образом это было самым большим опорным пунктом Министерства сельского хозяйства России и Советского Союза, вообще Советского Союза, на северо-востоке Российской Федерации. И развитие оленеводства охватывалось, развитие вот на вечной мерзлоте растениеводства, это только у нас было, поэтому успехи были очень видны, поэтому наше сельскохозяйственное производство очень интенсивно развивалось. И в конце я хочу сказать молодым нашим исследователям, чтобы они учились и занимались наукой так, как это делал Михаил Григорьевич Сафронов. Успехов всем, удачи и достижения поставленных целей.